Да-да, уже бегу открывать. Ой, селям алейкум, Айше. Алейкум селям, Рушен. Ты как раз к обеду. Давай я быстро проверю твое домашнее задание, а потом поедим. Сагл, но как-то неудобно. Софрадан буюк олма. Не будь выше накрытого стола. Софра – это обеденный стол. Буюк – выше. Олмак – быть. Олма – не будь. Мы на прошлом уроке с тобой учили слова «эдепсыс» – невоспитанный и «аеб» – стыдно. У крымских татар не принято отказываться от приглашения поесть. Хорошо, ну в таком случае с удовольствием. И да, сегодня наше занятие пройдет без Тимура Ожа, поэтому домашнее задание твое проверю я. Задание 1. Баранджи вазифе. Переведите на крымско-татарский язык и запишите. Первое слово – баранджи сёс. Второй двор – эканджи азбар. Третий дом – учунджи эф. Задание второе – эканджи вазифе. К числительным напишите подходящие цифры. Он бер – 11. Егерме эки – 22. Отус уч – 33. Кырк дорт – 44. Элле беш – 55. Алтмыш алты – 66. Етмыш еды – 77. Сексен секас – 88. Доксан докус – 99. Юз – 100. Эка юз эка – 202. Уч юз дорт – 304. Дорт юз алты – 406. Беш юз секас – 508. Алты юз бер – 601. Еды юз уч – 703. Секас юз беш – 805. Докуз юз еды – 907. Бин – 1000. Машалла, Рушен, все верно. Кстати, сегодня домашнее задание тебе дам тоже я. Правил будет мало, а вот новых слов много. Карашханеге, Рушен. Ашхане – кухня. Еще можно сказать аш одасе. Аш – еда, ода – комната. Дословно говоря, комната, где готовят и употребляют пищу. Но я слышал, так еще называют столовую, как минимум видел вывески в городе. Да, правильно. Ведь там почти уже приготовила ужин, так что нам нужно помочь ей накрыть на стол. Сагл. А как будет на крымско-татарском стол? На крымско-татарском стол будет софра. А, софра. Также называется ресторан в нашем городе, правильно? Да, верно. Итак, софрага, тепсы, кашык, санчка, бычак, ветабах, коймах, керек. Айше, давай помедленнее, я все-таки записываю. Так, тепсы, это же как кабель для зарядки телефона, правильно? Нет, нужно произносить мягче. Тепсы. Тепсы. Да. Кашык. Хашик. А тебе не кажется, что сейчас на экране сделана ошибка? Каждый третьеклассник знает, что жиши пишется через «и». Грамотей. Жи и ши – это правило русского языка, и на крымско-татарский оно не распространяется. У нас как слышим, так и пишем. Кашык – твердое слово, и буква «к» в нем тоже. Это указывает твердый знак после нее. Слышим «ши», пишем «и». Это очень удобно. Давай для закрепления. Хашик. Кашык. Хашик. Пычак. Пычак. Санчка. Санчик. Это же вилка, правильно? Да, верно. А мне кажется, у меня дома ее называют иначе. Ну да, в крымско-татарском языке есть много вариаций данного слова. Санчка, чатал, синек. Читал как раз. И табак. Табак. Это как сигареты. Табак. Табак. Повторим еще раз. Тепсы. Тепсы. Тарелка. Кашык. Хашик. Ложка. Пычак. Пычак. Нож. Санчка. Санчик. Вилка. И табак. Табак. Поднос. Блюдо. Да, верно. Отлично. Молодец. Ana, kobetem de hazır. Ah! Аш tatlı olsun. Buyurunuz. Мен соны ашарым. Сагл, Света. Ого, Хартана, сделан дёрджизве. Evet. Beğendin mi? Mında eski söyler de var ve yeni söyler de var. Мен сайладым Хартана. Быр, эки, уч, дёрт, беш, Алты. алты, эды, Еды. еді. Ага, секіз, дохус, он,
Он эки. Он бір. Он бір. Он эки. Он үч. Он төрт. Не, sayladım. Yok, Хартанам, Рушен сайламады, о сайды. Haydi, men kettim. Рушен, саймак – это считать, как ты уже знаешь по нашим предыдущим урокам. Сае – счет. Но, добавив к этому слову аффикс «ла», ты неожиданно для себя сказал совершенно другое по смыслу слова. Сайламак, что означает «выбирать». Чем очень сильно напугал нашу биташку. Ведь она подумала, что ты выбрал эту коллекцию для себя. Напомни, как будет, извините. Афу этанас. Афу это нас Хартана. Аштат Лоусон, Рушен. Приятного аппетита. Ну или дословно, пусть еда будет сладкой. Саголайше. Давай потренируемся с тобой по числительным. Итак, сколько ложек на столе? Софрада эки хашик. Меном хашик. И сенен хашик. Только меным хашығым, сенің Еще раз. хашығын. Меным хашигын. Сенен хашигын. Добро. А теперь посчитай, сколько вилок и тарелок. Получается дёрт. Эки чатал и эки тепси. А вот так. Уч эки чатал и бир тепси. А что будет, если мы прибавим к этому количеству 10? У нас что, какой-то урок арифметики в первом классе? Он уч. Да, все верно. А если мы умножим на 10? Отус 30, правильно? А если к 30 прибавить 100? Но это легко. Быр, юз, отус. Правильно? Верно, машалла. Ну а теперь давай повторим знания после логов. Возле дома. Ф янында. Верно. За домом. Ф артында. Перед домом. Ф агенде. Еще можно сказать напротив дома. F каршысында. Повтори. Ф каршысында. Молодец, машалла. Мы с тобой научились желать приятного аппетита. Сейчас научимся благодарить за употребленную пищу. Сағолыңыз, ашыңыз пек лезетле. Спасибо, ваша еда была очень вкусной. Вкус лезет, вкусный лезетле. Так, получается сагунус, ашинес пек лезетле. Правильно? Да, верно. Кстати говоря, я знаю, как на это нужно отвечать. Ашулсун, хотя кто этого не знает. Ашылсын, пожалуйста. Это своего рода пожелание о том, чтобы еды всегда хватало вдоволь. Кстати, на благодарность о выпитом питье отвечают Афетле Ролсон. Пейте на здоровье. Афетле Ролсун, правильно? Да, верно. Запишите домашнее задание на следующий урок. Задание 1. Переведите на крымско-татарский язык и запишите. Задание 2. Допишите синонимы к словам. Задание 3. Поставьте в предложение верные по значению слова, выбрав саймак или сайламак.